Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Альтернативы» из нового цикла программ, которые еженедельно выходят в эфир на вашем региональном телеканале. Вместе с вами, уважаемые телезрители, и с нашими коллегами, журналистами из 10 районов Молдовы, мы пытаемся найти ответ на вопрос, что и как делать, чтобы жить лучше, жить как в Европе, получать достойные зарплаты и пенсии, ездить по нормальным дорогам, лечиться у компетентных врачей, употреблять в пищу качественные и безопасные продукты. В ходе передач мы обсуждаем проблемы, которые мешают нам приблизиться к европейскому уровню жизни. Надеемся, что в конце этого пути каждый из вас будет знать, чего он хочет и к чему стремится. Полезного вам просмотра! Сегодня мы выходим в эфир из студии БАС-ТВ города Басарабяска. Тема передачи – обеспечение эффективных и безопасных железнодорожных перевозок. Но добиться этого будет невозможно без улучшения сложного финансово-экономического состояния железной дороги Молдовы. Наша страна в рамках соглашения с ЕС взяла на себя обязательство соблюдать требования 4 пакетов европейского законодательства по развитию железнодорожного транспорта, которые предусматривают реструктуризацию, внедрение европейских технических стандартов и норм безопасности, развитие конкуренции и либерализацию железнодорожных перевозок. Насколько железная дорога Молдовы готова к этим реформам, мы побеседуем сегодня в рамках передачи с нашими гостями. Мироном Гагауз, заместителем директора государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» по ремонту и обслуживанию, и Виктором Подгурским, начальником ПЧ-3 дистанции пути. Здравствуйте, уважаемые гости. Добро пожаловать к нам на передачу. Эта встреча пройдет в формате телемоста с Кишиневым, и я приветствую гостей, которые находятся сейчас в Кишиневской студии. Это Сергей Томша, заместитель генерального директора государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» по инфраструктуре и тяге, и Олег Тафилат, государственный секретарь Министерства транспорта Республики Молдова. Здравствуйте, уважаемые участники! Прежде чем мы приступим к обсуждению темы передачи, хочу сказать, что студия БАС-ТВ выбрала ее не случайно. С железной дорогой у нас связаны и история, и экономика, и социальная сфера города. Малейшие проблемы на железнодорожном узле рикошетом бьют практически по каждому горожанину. Сейчас я предлагаю посмотреть опрос, который мы сделали на улицах Басарабяски. Из ответов людей вам станет понятно, какие вопросы, связанные с железной дорогой, их волнуют и какие пути их решения предлагают горожане. Как вы думаете, сейчас какие самые главные проблемы на железной дороге? Проблемы. Зарплаты не дают людям, это раз. Маленькие оклады, два. Бегут люди. Бегут все в Россию. Перевозок нет, там у них солярки нет, ничего нет. Главная проблема, что зарплату не дают, уже 4-й месяц пошел. Я сама жена железнодорожника, и, конечно, тяжело стало и материально, и все. Как вы считаете, из-за чего сложилась такая ситуация у нас на железнодорожном узле? Много воровства. Из-за этого все. Поезда ходят, а доходов нет никаких. Куда уходят наши доходы, не знаем. Я считаю, что, наверное, железную дорогу просто хотят продать. И вот эта вся задержка, вот эта вся катавасия только из-за этого. Из-за чего? Потому что наше государство в карман ложит деньги, людям не дают деньги. А вот идут разговоры о том, что железную дорогу можно сдать в концессию. Как вы к этому относитесь? Россия хотела взять, а наше правительство не отказалось. Это вообще приведет к полнейшему краху железной дороги. Как ее до войны не было, то ее не будет и сейчас. Я считаю, что всех работников уволят, тех, что работали, и, в общем, будут набирать неизвестно кого. Многие потеряют работу и опять будут нищета в семьях. Я думаю, что это ничего не изменит. А скажите, что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы как-то реанимировать эту отрасль? Хорошего начальника, хозяина сюда. Без хозяина ничего не будет. Я считаю, что вообще на железной дороге должны работать люди, начальство имелось в виду, которые
ну как, имеют общее понятие о железной дороге, имеют хотя бы какое-то образование. Можно было бы поднять именно железнодорожный узел. И была бы работа, и люди бы, может быть, вернулись многие. Вот даже мой сын, он в Питере, и он как между небом и землей, хотя имеет гражданство, но он говорит, я бы вернулся, если была бы работа дома. Рабочие места создавать. Вот. У нас же молодежь уезжает за границу, уезжает, бросает семьи. Все это из-за чего? Из-за недостатка, потому что нету работы, нету на что жить людям. Ну, хочется, чтобы стабильность была какая-то, чтобы работа была, меньше сокращений было вот этих всех. Господин Гагауз, вы слышали, что говорят жители Басарабяски о ситуации на железной дороге. С какими высказываниями вы согласны, а какие, может быть, хотите оспорить? Нет, ну, что ж спорить. Я спорить не собираюсь, я просто хочу согласиться с тем, что на самом деле ситуация на железной дороге непростая. И она складывалась не в раз, не в один день, а в силу целого ряда, будем так говорить, объективных причин, субъективных. Если так попытаться одним словом сказать, то не может быть жирного теленка у худой коровы, понимаете? И когда экономика не только нашей страны, а экономика целого региона, как на Востоке, так и на Западе, испытывает, скажем, как минимум некую стагнацию, а в некоторых случаях, наоборот, и снижение в силу целого ряда политических событий. Поэтому, конечно, мы наблюдаем, что в последние годы идет некоторое снижение объемов перевозок. Вот. И в таких условиях, учитывая, что цены на горюче-смазочные материалы, на энергетические ресурсы растут, здесь возникает целый ряд вопросов по привлечению объемов, которых не очень много вокруг нас. Бессарабский железнодорожный узел – это градообразующий узел. Он находится постоянно в поле внимания руководства дороги. И та обеспокоенность людей, которые присутствуют здесь, в этом городе, она нам известна. И поверьте мне, что руководство дороги пытается делать все возможное для того, чтобы снять тревогу от людей. И я думаю, что в любом случае бывали времена и похуже. Мы найдем выход совместно с руководством страны. По крайней мере, руководитель нашего предприятия достаточно настроен решительно. Я уверен в том, что и все, кто сегодня находится в аппарате управления дороги, будут поддерживать его в этом смысле. Я думаю, что мы должны думать о позитиве, о том, что все-таки будет ситуация развиваться в положительную сторону. Спасибо. Более подробно о том, как будет развиваться ситуация, благодаря чему должны происходить эти перемены, мы побеседуем в ходе передачи. Сейчас у меня вопрос к господину Подгурскому. Ну, большинство опрошенных нами людей среди главных проблем железной дороги назвали задержки в выплате заработной платы, низкий уровень зарплаты. Как это сказывается на работе конкретно вашего предприятия? Ну, конкретно я могу привести пример, что касается дистанции пути. Значит, я в дистанции пути с августа месяца, и за эти 2 месяца с разрешения управления дороги я принял порядка 30 человек, а уволилось порядка 65 человек. То есть они сами уволились? Да, они сами увольняются. Ну, конечно, основная причина – это и низкие зарплаты, ну и вот последнее, что дорога сталкивается с трудностями финансовыми, вот поэтому и образовалась там 2-месячная задержка, поэтому люди увольняются. Вот это фактор выплаты зарплаты – это основной фактор. Есть сейчас вакантные места? Да. К сожалению. Да, нет 2-месячной задержки, есть месячная задержка. И получается, что люди на 1 месяц отстают зарплата и получают текущую зарплату. Как бы получается на самом деле месячное отставание по зарплате. При этом отставание достигало 3 месяцев? Доставало по 3 месяцев. И в последнее время вот Юрий Константинович Топалов, значит, начальник дороги, пытается сделать все возможное, чтобы сократить
этот размер. Была создана специальная комиссия между профсоюзами и администрацией. Я был председателем этой комиссии избран. В рамках этой комиссии мы выработали с профсоюзами согласованные решения, где четко расписано, как мы будем погашать вот это отставание от зарплаты. И я надеюсь, что нам удастся выполнить взаимные договоренности. И к июню, там у нас, по-моему, так получается, к июню месяцу 2016 года постепенно это отставание будет погашено. То есть есть согласованное. Сейчас, во всяком случае, технический простой мы отменили, значит, тоже на основании согласованных решений. Да, зарплата небольшая, действительно так, но важно хотя бы ее вовремя выплачивать и все-таки добиться ее погашения. А дальше уже будут другие задачи стоять по повышению этой зарплаты и так далее. Мне бы хотелось задать следующий вопрос участникам, которые находятся сейчас в центральной студии. Господин Томша, господин Гагос только что сказал о том, что долги по заработной плате будут погашены. Скажите, пожалуйста, из каких источников вы намерены их погасить? И могут ли люди надеяться на то, что хотя бы до наступления холодов этот долг будет ликвидирован? Значит, то, что говорил Мирон Ульянович, это так. Было согласовано с профсоюзами, было совещание, которое руководил Мирон Ульянович, и было принято такое решение, которое было высказано. Конечно, мы не можем у кого-то одолжить деньги для того, чтобы выплатить заработную плату или сократить долги по выплате заработной платы. Деньги – это те, которые поступают от нашей деятельности. С другого источника никак не могут быть деньги для того, чтобы погасить заработную плату. Конечно, это тяжело слышать и больно, но ситуация та, которая есть. Я не буду повторяться, то, что говорил Мирон Ульянович, оно так и есть. Но есть и субъективные, и объективные причины, и то, что сложилось вокруг нас. Хочу вам сказать, не только ситуация у нас, но она и у наших соседей, это и в Украине, это и в России, спад грузовых перевозок, спад количества пассажиров и так далее. То есть ситуация, которая не сегодня она образовалась, но она постепенно со временем образовалась. Но на сегодняшний день ситуация, скажем так, хуже, чем в прошлом году. И поэтому будем надеяться на то и делать все возможное для того, чтобы привлечь грузовые перевозки, делать для того, чтобы привлечь пассажиров, чтобы пользовались нашими услугами. Господин Тафилат, у меня к вам вопрос. Ну вот, как следует из запроса, люди боятся сокращений. Однако вот господин Подгурский говорит, что у него на предприятии даже есть вакантные места, то есть до сокращения дело не доходит, люди увольняются сами. В чем, на ваш взгляд, вот проблема на самом деле? На самом деле проблема, что мы дошли до того состояния, когда железная дорога не может жить по-старому. Мы должны подготовиться к новой жизни. Сокращение – это не означает что-то повальное, огульное. Это означает очень четко выверенная стратегия, которая, в общем-то, находится в компетенции руководства железной дороги. Это не есть диктат со стороны Европы и не есть диктат со стороны министерства. Просто нужно штаты привести в состояние, сравнимое с деятельностью предприятия. Спасибо за ответ. А сейчас я предлагаю посмотреть сюжет о том, как в условиях затянувшегося экономического кризиса на железной дороге действует железнодорожный узел Басарабяска. Железнодорожный узел Басарабяска является одним из крупнейших в Молдове. Он объединяет 11 отраслевых предприятий и обслуживает железнодорожный путь протяженностью почти в 400 километров. Здесь трудится около 2000 человек. Но сейчас железная дорога едва держится на плаву. За последние 5 лет грузоперевозки, которые являлись главным источником доходов, сократились вдвое. Сотрудники станции Басарабяска ощутили это одними из первых. Основной у нас сегодня ссылка делается на транзитные перевозки. В сутки имеем где-то 2 поезда, 2 состава, которые пропускают станции Бессарабский на Галац. И, конечно, своя местная погрузка, свое местное формирование – это зерновые продукции. Нам хочется больше объема.
Басарабяское вагонно-рефрижераторное депо по количеству сотрудников, объему и сложности выполняемых работ когда-то приравнивали к заводу. Здесь есть все возможности для проведения капитального ремонта любых типов вагонов и тепловозов, ремонта изотермических подвижных составов и локомотивов. Сроки их эксплуатации истекли 10, а то и 20 лет назад. На покупку новых средств в государстве нет. Поэтому умельцы из ВЧД-2 значительно продлевают поездам жизнь. В колесном цехе выполняют и вовсе уникальные виды работ. Но заказов с каждым годом поступает все меньше. Наш цех занимается распрессовкой колесных пар, вагонных и локомотивных колес. Делаем перетяжку бандажей, обточка колес. Это один цех такой, который в Молдове. Больше такого нет. Желательно бы всегда улучшать эту работу нашу. Инструмент, чтобы был, и чтобы нам покупали колеса, чтобы мы могли работать. Потому что в данный момент у нас новых колес нет. И мы как бы проставим без работы. Как отметил начальник ВЧД-2 Александр Димитров, производственные показатели на предприятии действительно снизились. И одна из причин этого – ситуация, сложившаяся в Украине. Экономика всех государств мира, она влияет на работу железного транспорта. Если там есть сбои, значит, соответственно, сбои получаются у нас. Потому что мы перевозим грузы и материалы для работы всех промышленных предприятий. И вот в данном случае вы видите, что делается на Украине. Вот эта ситуация тоже сказывается на деятельность нашего предприятия. Из-за сложного экономического положения на дороге ВЧД-2, как и другие предприятия узла, на протяжении нескольких месяцев работало в режиме технического простоя. Задержка в выплате заработной платы достигла 3-4 месяцев. Это привело к серии протестных акций. Вот кормить детей нечем, услуги платить нету. Железнодорожник выполняет план, все вот это, почему не выплачивается зарплата? На данный момент часть задолженности по зарплате погашена, но для железнодорожников это является слабым утешением. Говорится, цены растут, зарплата маленькая. Хотя бы вот эти деньги, что есть, 3000, хотя бы платили бы вовремя и задолженность погасили. Все обещают, но ничего мы не видим в лучшую сторону. Один начальник дороги приходит, обещает, второй начальник приходит, обещает, и мы остаемся при своем. Ну, я думаю, что мы оптимисты, и будет лучше. Сегодня все понимают, что без экстренных денежных вливаний железной дороги не обойтись. Правительство Молдовы подписало в ноябре 2014 года соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о выделении Молдове кредита в сумме 52,5 миллиона евро для закупки новых локомотивов и реструктуризации железнодорожной инфраструктуры. Евросоюз софинансирует этот инвестиционный проект посредством гранта в 5 миллионов евро. Господин Подгурский, вот на примере ВЧД-2 мы показали, насколько неэффективно используется потенциал предприятия. На сколько процентов загружено сейчас работой ваше предприятие, ПЧ? И как вы думаете, почему сложилась такая ситуация? Ну, конечно, дистанция пути старается выполнять все поставленные задачи. И стараемся выполнять план. Основная, скажем так, планка для дистанции пути – это бальная оценка. Значит, пока что мы стараемся и выполняем план бальности, обеспечиваем безопасность движения поездов на уверенных нам участках. Вопрос, что касается, почему это сложилось, по-моему, уже прозвучал этот вопрос, и мои коллеги сказали, как бы добавить мне нечего, то есть это действительно с 2008 началось, и пока еще никак не сложно выйти из этой ситуации. А как вы оцениваете качество железнодорожного полотна вот на вверенном вам участке? Значит, ну как сказать, качество. Качество, есть километры, которые капитально отремонтированы, есть километры, которые удовлетворительны, потому что по неудовлетворительным участкам ездить запрещается. Но в целом ситуация очень сложная. Ситуация очень сложная с поставкой материалов, опять же, все это финансов. То есть нужны материалы, нужны средства, ну, без поддержки государства дороги нам будет очень сложно справиться с своими задачами. Господин Гагаус, ну вот в конце сюжета прозвучала информация о том, что Европейский банк реконструкции и развития выделяет железной дороге Молдовы кредит на модернизацию.
Как вы считаете, какие средства должны быть направлены именно на железнодорожный узел Басарабяска и на что конкретно должны быть направлены эти средства, чтобы как-то поднять его экономическое состояние? Да, спасибо. Ну, я, во-первых, если позволите, прокомментирую выступление некоторых моих коллег с рефрижераторного депо. Надо будет, наверное, подсказать Александру Николаевичу, этому товарищу, который там говорил, что нет работы там и так далее. Вопрос колесных пар, расформирования и так далее решен. По крайней мере, на первое полугодие будущего года они имеют что делать, расформировать и формировать каждый месяц по 20 колесных пар для пассажирского движения. И, если мне память не изменяет, более сотни бандажей тепловозных. И они без работы сейчас не простаивают, и в ближайшие полгода этот цех простаивать не будет. Вот. Я думаю, что вы теперь уж точно это проконтролируете. Нет, я знаю, что это есть. У нас, значит, 390 колесных пар ресурс в Унгенах. Мы перевозим, первых 20 колесных пар привезли, уже они их сделали, сейчас 40 везем. И каждый месяц все это дело будет идти. Так что ВКМ будет работать, а оттуда там уже полдепо работает на этот ВКМ как бы. Далее, значит, у нас очень серьезная программа по выпуску полувагонов, это тоже в этом депо будет делаться. Ну и по вагонному депо как раз программа у нас имеется на ближайшие полгода, на 7-8 месяцев без особых проблем. Технических простоев больше не стоит бояться? Нет, это не по этой причине могут быть технические простои. Вот, я скажу. А вот по локомотивному хозяйству у нас сложнее, потому что большее количество запасных частей необходимо, ну, машина сложнее. И, конечно, при комплектации этих тепловозов, которые стоят на ремонте, возникает достаточно много сложностей. И локомотивы давно исчерпали свой ресурс? Ну, исчерпали, вот перспектива есть. Вы знаете, что мы там, значит, согласно вот этого соглашения, значит, должны купить там, как получится, может 11, может быть 12 тепловозов. И все тепловозы будут, грузовое движение тепловоза, здесь, по-моему, будет 8 тепловозов, 11 тепловозов в Бельцах, но в основном они будут обслуживаться здесь, в Бессарабске. Кроме того, вот, что касается инфраструктуры, то там общий проект финансирования составляет 112 миллионов, по-моему, евро. И как бы получается, половина идут на тепловозы, половина пойдет на инфраструктуру. И вот, насколько я знаю, последнее решение было принято оздоровление участка именно от Каушан до Итулии. Вот. Именно на этом направлении планируется обновить этот участок. Ну, вы представляете, здесь обновится там 200 километров. Вот, а та остальная часть, которая будет сниматься, будет переброшена на другие участки. Поэтому создадутся такие реальные перспективы километров, ну, до 300 обновить путевое хозяйство. Это очень здорово. И я надеюсь, что сейчас вот те технические вещи, которые необходимо решить на уровне правительства, на уровне Министерства транспорта, будут решены. И как только финансирование пойдет, ситуация, конечно, в корне изменится. Спасибо. И пришло время передать микрофон центральной студии. Господин Томша, скажите, пожалуйста, какие еще изменения на железной дороге должны произойти после подписания соглашения об ассоциации с ЕС? То есть, что предусматривает этот документ именно в отношении железнодорожного транспорта? Если будем смотреть на логистику транспорта, которая была разработана на 10 лет, это начиная с 2013 по 2022 год, которая была утверждена постановлением правительства номер 827 от 28 октября 2013 года, то предусматривает реструктуризация госпредприятия. Не секрет, что мы единственное предприятие на бывшем пространстве Советского Союза, которое не потерпело никаких изменений. Значит, стратегия транспорта предусматривает разделение госпредприятия на 3 коммерческих единицы. Это одно из них это грузовые перевозки, второе это пассажирские перевозки и инфраструктура. Конечно, чтобы выполнить эти работы, будем говорить так, то необходимо время, это не делается за год, за два. Согласно плана предусматривается 3-4 года.
И поэтому здесь придется, скажем так, трудиться для того, чтобы реализовать эти планы. Это, конечно, правильно, как вы отметили, это требует те банки, которые выделяют нам эти денежные средства, для того, чтобы предприятие было реструктуризовано в соответствии с европейскими стандартами. Для того, чтобы пошли по этому пути, конечно, на первом этапе надо изменить законодательную базу, поскольку на сегодняшний день она не позволяет нам. Мы являемся госпредприятием, монопольным предприятием. Кодекс железнодорожного транспорта это не позволяет. И первый этап, который будет, это будет подготовка законодательной базы для принятия каких-то решений по реструктуризации предприятия. Конечно, из тех денег, которые, по-моему, 14 ноября 2014 года было подписано первый технический грант в сумме 2,5 миллионов евро, который, половина из них, как говорил Мирон Ульянович, идет на приобретение тягово-подвижного состава, это локомотивы, а половина из них пойдут на реабилитацию инфраструктуры или верхнего строения пути, если будем, то есть точнее. Ну и, конечно, 4,5 миллиона идет на разработку плана действий по реструктуризации дороги и в дальнейшее его, то есть введение в действие. Не секрет, что сейчас идет работа по второму кредиту, но для того, чтобы его получить, мы обязаны выполнить те требования, которые, то есть нужно их выполнить для того, чтобы получить эти деньги. Конечно, это, скажем, тяжело, нужно много приложить усилий, то есть несколько раз уже сроки отодвигались, потому что мы не успевали выполнять те или иные задачи, но тем не менее сейчас создана рабочая группа, которая занимается этими вопросами, и поочередно идем по тем вопросам, которые нужно их решать для того, чтобы приблизить тот момент, когда мы получим первые инвестиционные деньги. Спасибо. Сложное финансовое положение на железной дороге отражается на работе не только крупных отраслевых предприятий, но и на судьбе небольших железнодорожных станций. Одна из них расположена в городе Шалданеште. Давайте посмотрим, как и чем живут железнодорожники на севере Молдовы. После этого вернемся в центральную студию и обсудим этот материал. Профессией железнодорожника когда-то гордились, а сейчас стыдятся. Работники железнодорожной станции Шалданешт жалуются, что уже третий месяц не получают зарплаты. Они возмущены тем фактом, что сегодня железнодорожный транспорт практически парализован. Малое число пассажиров, отсутствие грузоперевозок и устаревшая техника привели к тому, что услуги железнодорожного транспорта перестали пользоваться спросом. Сотрудники железнодорожного узла города Шалданешт с ностальгией вспоминают годы, когда они были настолько загружены работой, что едва справлялись с объемом. С утра до вечера на перроне толпились пассажиры, предпочитавшие поезд другим видам транспорта. Все вывозится автотранспортом. Все вывозится автотранспортом. Вот если мы грузили зерно, мы же очень много грузили зерна, то сейчас это все вывозится автотранспортом. Железная дорога, как таковая, не пользуется спросом. Поезд был наиболее удобным транспортом и для экономических агентов. Благодаря железнодорожной сети, связывающей большую часть городов и районов страны, заводы и фабрики могли с легкостью доставлять и отправлять товары. Сейчас многие предприятия закрылись, а пути густо заросли бурьяном и кустарником. Prin anii 90, transportul feroviar a cunoscut apogeul. Расцвет железнодорожного транспорта пришелся на 90-е годы. Через станцию Шалданешт ежедневно следовало около 20 локомотивов. А в 2015 году здесь можно увидеть едва ли не один состав в неделю. O dată în săptămână. Снизилось и число сотрудников железнодорожной станции. И если 20 лет тому назад коллектив насчитывал 70 человек, то сейчас их осталось не больше 10. Большинство этих людей уже далеко не молоды. Железнодорожники не уходят с этой работы, потому что, проработав здесь не один десяток лет, им сейчас не так просто найти другую работу в Шалданешт. 3 месяца мы не получали зарплату. Это самое главное условие труда. Здесь поезда не ходят. Мне приходится отправляться на работу в объезд, в Рыбницу
улицу, в резину. Каждую смену я трачу 30 лей только на дорогу. Фикаре смены 30 лей треба слепун мапидрум. Жители района тоже обеспокоены судьбой железнодорожного узла в Шолданешт. Ведь большинство людей предпочитали именно этот вид транспорта, но сейчас поезда больше не ходят. Многие люди не покупали билетов в кассе, оплатили напрямую контролеру или проводнику, который эти деньги присваивал, а квитанции не выдавал. А если нет дохода от поезда, то его перестали пускать. Сотрудники железной дороги дают безрадостные прогнозы относительно будущего своей транспортной отрасли. И хотя они понимают, что поезд остался сказочным воспоминанием, все же надеются, что в будущем ситуация выправится. На 1 сентября не дать людям зарплату, что детей надо отправлять в школу и не дать зарплату, это вообще хотя бы какие-то копейки дали, хоть половину бы, чтобы люди не ходили с протянутой рукой, не занимали, отправлять детей в школу. Я считаю, это безобразие полное. Полное безобразие. Никто о нас не думает, мы никому не нужны. Я же говорю, что раньше я гордилась, что я железнодорожница. Сейчас мне стыдно сказать, что я работаю на железной дороге. Вот такой сюжет. Насколько рентабельно, на ваш взгляд, содержание большого числа железнодорожных станций, если объем грузовых и пассажирских перевозок настолько снизился? Спасибо. Значит, хочу вам сказать, что сейчас действительно вопрос был поднят правильно или задали правильный вопрос. Хочу сказать, что мы выбрали, не то что выбрали, составили список станций, которые, по нашему мнению, сейчас не используются в технологическом процессе. На этих станциях не проводятся никакие грузовые операции. Конечно, если идем речь о закрытии таких станций, но мы знаем порядок закрытия этих станций, то, конечно, будут касаться живых людей, которые работают на этих станциях. Это с одной стороны, но с другой стороны, если таких работ нет и не ведутся грузовые операции, то, конечно, было бы целесообразно эти станции закрыть, поскольку, еще раз повторю, не используется в технологическом процессе. Станция на станцию не приходится, но здесь возникают и другие вопросы, поскольку инфраструктура на этих станциях развита, и возникает вопрос, что мы будем делать с этим зданием и сооружением, которые находятся в хорошем состоянии. Когда там нету людей, нету присмотра, то, конечно, они приходят не в то состояние, которое нужно, и со временем начинает разрушаться, если там нет человеческой руки. Но ситуация сегодняшнего дня нас заставляет идти по этому пути, поскольку деньги надо экономить, и надо делать все возможное для того, чтобы ситуация сложилась, скажем, по-другому. Поскольку если мы не будем проводить эти работы, и не только идет речь о закрытии станции, здесь идет речь о закрытии малодеятельных путей или тех путей, которые не используются в технологическом процессе. Есть очень много таких путей, по которым уже десятки лет, может быть, больше 20 не ездил ни один локомотив, ни один вагон. То есть те предприятия, которые когда-то работали, сейчас не работают. Есть пути, которые на балансе предприятий, есть пути на нашем балансе. У нас в 2013 году была разработана целая программа по закрытию и демонтажу таких путей и стрелочных переводов. Такие пути закрываются и на станциях, там, где они не мешают и не используются в технологическом процессе. Но проблема в том, что мы слишком поздно взялись за эту работу, поскольку сейчас при демонтаже невозможно ничего взять, редко какие материалы, скажем, процентное отношение 20, если можно взять и использовать как повторные материалы для содержания путевого хозяйства. Всю эту работу надо ее делать, никуда от этого мы не денемся, поскольку содержать такую большую инфраструктуру, конечно, это стоит денег. Жалко, это труд людей, это труд многих железнодорожников, но тем не менее нам придется
это делать. Тем более, что это прописано в стратегии транспорта и логистики. И еще один аспект, который мне обязательно хотелось бы затронуть в рамках сегодняшней передачи. Как повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта? Вот вы слышали высказывание железнодорожницы из Шолданежск, которая говорила, что нет грузовых перевозок, потому что все возят на автомобилях. Возят по дорогам, разбивают эти дороги. Эта проблема существует по всей Молдове и в Басарабяске в том числе. Что предполагает предпринять Министерство транспорта для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию? Господин Тафилат, это вопрос к вам. Ну, во-первых, речь идет об улучшении управления дорожной инфраструктурой. Это означает электронные весы в правильных точках, чтобы соблюдались условия загруженности транспорта и нагрузки на ось. Таким образом, перегруженный автотранспорт не сможет передвигаться и разбалтывать наши национальные дороги, во-первых. Во-вторых, конкурентоспособность железнодорожного транспорта, он напрямую зависит от здоровья самой железной дороги. Здесь у нас есть четкое понимание, что надо делать. Во-первых, мы должны добиться значительного улучшения корпоративного управления того предприятия, в котором за последние лет 20 мало что изменилось. Это, во-первых, менеджмент качества современный. Это, во-вторых, эффективные закупки. В-третьих, это, наверное, своевременная, детальная и точная управленческая отчетность. Во вторую очередь, это составление ясной, внятной стратегии развития предприятия и ясной повестки реформ. Ну, или на корпоративном языке это будет называться бизнес-планом. Это прежде всего четкое видение развития инфраструктуры, как полотен, так и транспорта. Второе – это четко выработанный маркетинг, когда железная дорога идет к рынку, а не ждет, что рынок обратно вернется. В принципе, у нас есть многие потоки, которые, во-первых, перешли на автотранспорт, а во-вторых, есть некоторые потоки, которые могут в первый раз начать ходить железной дорогой. И это ведет к третьему пункту повестки, это эффективное сотрудничество со смежниками. Во-первых, это создание инфраструктуры интермодальной логистики, когда грузы передвигаются смежно как автомобилями, так и поездами. А во-вторых, это улучшение международных сообщений. В частности, сейчас ведется активная работа по восстановлению линии Бессарабка-Березино, что позволит привлечь некоторые дополнительные потоки с юга Одесской области и некоторые транзитные потоки. В-четвертых, речь идет уже об законодательной базе. Во-первых, это принятие пакета законов, предусмотренных соглашением об ассоциации, которые придадут современный кадр тем законам, по которым работает как железная дорога, так и вся отрасль. И в пятую очередь это создание современной ведомственной структуры, что есть железнодорожное агентство, которое будет отвечать прежде всего за безопасность железнодорожных перевозок. Надеюсь, это немного отражает то, чем сейчас занимается министерство. Для того, чтобы возродить железную дорогу, необходимо повысить привлекательность не только грузовых перевозок, но и пассажирских. Я предлагаю сейчас посмотреть опрос, который сделали на улицах Камрата наши коллеги со студии АТВ. После этого мы его обсудим в нашей студии. Вы пользуетесь железнодорожным транспортом? Нет. Почему вы не пользуетесь? Да я никуда не еду. Ну, 2 раза в месяц где-то так. Потому что я еду на Украину
Там у меня родственники, и вот я еду 2 раза в месяц. Нет, не пользуюсь железнодорожным транспортом, потому что цены, тарифы повысились. Не тарифы, а цены на билеты. На железнодорожный транспорт повысились, поэтому намного существенно они разнят с билетами на автотранспорт. Я вообще предпочитаю лучше самолетом летать, быстрее, быстрее и надежнее, наверное. Да. Ну, хотя, не знаю, можно и поездом, но как-то в последнее время вообще я поездом не езжу. Я никогда не забуду мое детство, когда я с Дизгинжи садился и ехал до Яргары, ехал до Кагула. Это практически было бесплатно. Ехал до Бессарабки, потом с Бессарабки садился, с Бессарабка город Рени. И это забытые. Я пользовалась Чедерлунга Бежгиос, железнодорожный транспорт. И в данное время он закрыт, и это очень плохо. Люди не могут ездить на работу, и это очень большая проблема для нашего села. Новые поезда, которые ходят с Бельск-Кишинев, то есть новые составы, на них очень, в принципе, удобно ездить. Удобно и комфортно ездить, потому что все новое, все бесшумно и приятно сидеть. Молодые ехали в Одессу, в Кишинев железнодорожном. Пригородные все бегали. В Кагуле вот, жена училась, так я поездом ездил. Удобно было. Очень бы хотелось, чтобы можно было попутешествовать или съездить даже в столицу Кишинев или какие-то дальние, на север Молдавии куда-то съездить на железной, на поезде. Господин Гагаус, вот в высказываниях большей части респондентов звучали какие-то такие ностальгические нотки. Да, вот раньше, в моем детстве, когда поезда курсировали и так далее. Как вы считаете, почему привлекательность железнодорожного транспорта в последнее время снизилась? И можно ли как-то исправить положение дел? Ну, привлекательность железнодорожного транспорта в пассажирских перевозок, она на самом деле снизилась, потому что, давайте будем смотреть на вещи прямо. Почему? Потому что сеть автомобильных перевозок, она значительно повысилась по сравнению с тем периодом, о которых люди ностальгируют. И сегодня мы с вами видим, и ремонтируются и дороги, масса маршрутов, которые на самом деле удобнее, иногда оказывается, чем, может быть, и дешевле. И поэтому конкурировать здесь с автомобильным транспортом достаточно сложно. Железнодорожный транспорт, он эффективен, когда есть неких два мегаполиса. Один мегаполис, второй мегаполис, где проживает 500 000 в одном населенном, 500 000 в другом населенном пункте. Миграция происходит, движение. А у нас, к сожалению, вот населенные пункты небольшие. И если следовать по маршруту следования, то получается, к примеру, вот там девочка говорила, там где-то Бежгиос там и так далее. Но с Итули до Бежгиоса поезд пустой шел, потом в Бежгиосе сели 20 человек, доехали до переезда, вышли, и дальше до Бессарабска опять пустой поезд идет. Затрат много? Затраты колоссальнейшие, там в месяц, по-моему, получалось порядка 200-300 тысяч челей, а выручки никакой. Поэтому там, где мы видим, выстраивается разумная логистика, по крайней мере, по снижению, насколько можно снизить убыточность пассажирских перевозок, мы, конечно же, там поддержим это движение. Но я хотел бы сказать, что, если мне память не изменяет, за первое полугодие у нас убытки от пригородных пассажирских перевозок составили свыше 37 миллионов лей. Вот. А по году, если так посмотреть, это порядка 100-110 миллионов лей может достигать эта цифра. Все зависит от того, какая цена топлива и так далее. Поэтому здесь надо реально смотреть на вещи. И вот те направления, вот, скажем, там на Яс, вот сегодня запускается, этот маршрут ходит, мы пытаемся сделать его привлекательным. Между Унгеном и Кишиневым более-менее там получается относительно неплохо. Огница, Унгены. В южном направлении здесь пока мы особые перспективы не просматриваем, но, безусловно, это не говорит о том, что мы не будем рассматривать эти вещи. Как только экономическое положение дороги позволит, мы, конечно же, поработаем и по тарифам, и поработаем и по скорости доставки, чтобы, если уже запускать маршрут, то на самом деле, чтобы это было удобно всем,
и, скажем так, и не сильно в ущерб железнодорожникам. Спасибо. Господин Подгурский, ну я понимаю, что ваше предприятие не занимается пассажирскими перевозками, но все-таки интересно узнать ваше мнение. А если бы по южному направлению курсировал такой же современный поезд, который сейчас вот ходит по направлению к Бельцам, вот говорил молодой человек, может быть, люди бы тогда стали активнее пользоваться железнодорожным транспортом? Ну, я здесь, конечно, соглашусь с Мироном Ульяновичем. Почему? Потому что на юге города немножко менее, скажем так, плотность населения меньше, чем в центральных и северных районах республики. Поэтому я не думаю, что в этом направлении как бы вот эти новые дизеля, которые, то есть, правильно сказать, с большой... Ну, курсировал такой дизель у нас, правда, недолго. Он курсировал в качестве эксперимента. Может быть, мы здесь будем использовать вот типа, вот как есть автобусы на железнодорожных колесах в Европе есть. Может быть это, но для этого должны созреть соответствующие экономические, так сказать, условия. Почему бы нет? То есть мы не вычеркиваем это из своей программы, но мы... Электрификация железной дороги, она перспективна? Нет, тут не о электрификации речь идет. Тут идет речь, вот, скажем, на Западе есть такие небольшие, типа вот наших матриц, там емкость там 60-70 человек, и при хорошей оснащенности их, они достаточно экономичны, и в таком случае мы могли бы, так сказать, обеспечить, а ввести состав пассажирской емкостью там 400 мест, везешь 20 человек, никакой экономики здесь не получается, и мы понимаем реакцию некоторых людей, которые хотели бы пользоваться, но мы же слышим с вами, что вопросы заработной платы у железнодорожников возникают и так далее. И здесь мы пытаемся решать и свои задачи, коль мы работаем в условиях рынка, и нам позволено тоже считать деньги. И если мы их плохо считаем, то наши железнодорожники прежде всего обвиняют нас, руководство дороги. Спасибо. А сейчас я предлагаю посмотреть сюжет, подготовленный журналистами ТВ Евронова и Зунгень. Похоже, что перемены на железной дороге начались именно с этой станции. В результате подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом наша страна обязалась реализовать ряд реформ, в том числе и в сфере железнодорожного транспорта. В этом плане важнейшим проектом будущего является перевод с советской колеи на европейскую. Министр транспорта Республики Молдова Юрий Киренчук говорит, что хотя потребуется немалая денежная сумма на воплощение этого проекта, все же реализация его более чем возможна. Пока что транспорт ездит по широкой колее. Для строительства железнодорожных путей с европейской колеей потребуются крупные вложения. Несмотря на это, уже разработан проект. И думаю, что в скором будущем мы рассчитаем его рентабельность, конкретные детали и сроки исполнения, а также размеры необходимых инвестиций. Участок железнодорожных путей, находящийся в ведении Унгенского транспортного узла, имеет наиболее важное значение, поскольку именно здесь производится перестановка вагонов товарных составов, идущих в Европу через территорию Румынии. С 1944 года наши железнодорожные пути были переведены на широкую колею, поэтому поезда, прибывая в Румынию, переводятся на узкие рельсы. Это занимает какое-то время, но такова ситуация. И в отношении пассажирского транспорта Унгенский железнодорожный узел также имеет стратегическое значение для нашей страны. В качестве недавнего примера можно привести новый модернизированный поезд рейса Кишинев-Ясы, перевозящий пассажиров в европейских условиях. Это очень нужный рейс. Я еще не видел, как обустроен поезд внутри, но уверен, что для пассажиров созданы наилучшие условия. Я буду пользоваться этим рейсом всякий раз, когда захочу посетить Ясы. Я видела и знаю, но я в Ясы не езжу. А первый раз еду на Кишинев этим поездом. Удобно, быстро, комфортно. Очень долгожданный рейс. Широкая колея тянется до вокзала Сокола, но в течение более 50 лет никто бы не подумал, что она будет использована в целях свободного передвижения граждан, живущих на обоих берегах прута, с наибольшей скоростью и комфортом. По словам представителя Министерства транспорта Республики Молдова, на участке
участке железнодорожного узла Унгены предполагается реализовать и другие проекты в целях улучшения условий перевозки пассажиров и транспортировки товаров. Господин Томша, у меня вопрос к вам. Насколько реально, на ваш взгляд, связать молдавские железные дороги с европейскими? Ну, если сейчас посмотреть, то они связаны. Даже то, что говорили, мы посмотрели в репортаже, несмотря что вагоны переставляются на узкую колею и потом отправляются в Румынию, это есть, скажем, увязка с румынскими железными дорогами. Если остановимся на те поезда, например, пассажирский поезд Кишинев-Унгены Сокола, который был введен 30 числа прошлого месяца, то есть был первый поезд, то, конечно, это один из тех этапов, из тех идей, которые они возникли еще в 2011 году, и, к сожалению, удалось реализовать их только сейчас. И сейчас, если посмотреть на работу Унгенского узла, то по широкой колее мы едем до пограничной станции в Румынии, где забираем вагоны на широкой колее, и наоборот, румынский локомотив привозит вагоны на узкой колее на территорию станции Унгена. Конечно, то, что говорил наш министр, скорее всего, он имел в виду тот проект, который он рассматривался еще в 2007 году по строительству европейской колеи до Кишинева. Тогда была начата работа по разработке технико-экономического обоснования, но так оно не было доведено до конца. Конечно, предполагалось, чтобы строить рядом с широкой колеей узкую колею, которая бы была построена бы до станции Кишинева. Такое рассматривалось. Другой вопрос, то, что связывает сейчас, это будет более плотная связь, поскольку в дальнейшем рассматривается, чтобы от станции Сокола, это, скажем так, первая станция на окраине города, и ведутся переговоры с румынскими коллегами, и будем то есть продлевать ее еще до станции в Ясах. Поскольку сейчас с этой станции Сокола забирает пассажиров рейсовые автобусы, которые развозят по городу и привозят их обратно. Конечно, здесь есть на чем работать, есть реальные шансы, есть желание, только надо все эти проекты, все эти идеи довести до конца. Господин Тафилат, до конца эфира осталось совсем немного времени. Я попрошу вас назвать буквально 4-5 шагов, которые Министерство транспорта намерено сделать для того, чтобы приблизить железную дорогу Молдовы к европейским стандартам. Спасибо. В принципе, ничего нового не придумать. Это нормальные шаги, по которым шла реформа в других местах, где железная дорога пришла в не самое хорошее состояние. И причем я вас уверяю, что были страны, где было намного хуже. Например, Аргентина, где железная дорога потребляла примерно 5% от госбюджета в виде дотаций. Чего пока у нас, слава богу, нету. Еще раз, это улучшение корпоративного управления, это разработка ясной, внятной стратегии развития и повестки реформ, это эффективное сотрудничество со смежными видами транспорта и эффективное внедрение железной дороги в международную конъюнктуру. Это означает контейнеризацию грузов. Чем больше грузов на контейнерах, тем больше шансов, что железная дорога интегрируется в логические цепи, которые есть в нашем регионе. В-четвертых, это принятие современной законодательной среды.
То есть это работа по европейским правилам, что означает больше безопасности, больше ответственности, больше конкуренции. И в-пятых, это создание современной ведомственной структуры железнодорожного агентства. Спасибо. Спасибо, господин Тафилат и господин Томша, за участие в этой передаче. Благодарю также и гостей, которые присутствовали сегодня в студии БАС-ТВ. Завершая эту передачу, хочется сказать, что без преобразования на железной дороге, без немедленного внедрения реформ, улучшение финансово-экономической ситуации не предвидится. И главный смысл преобразования заключается в том, чтобы улучшить эффективность работы железной дороги Молдовы и сделать железнодорожные перевозки удобными и безопасными. Другой альтернативы попросту нет. Я говорю вам до свидания и до новых встреч в эфире. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни.